ilgeri tegereги тоолор, кою токой менен курчалган ажайып бир көлдүн жээгинде согушчан жана акылман эл жашаган. Токойдо жан жаныбарлар, а көлдө балык көп эле. Адамдар жашоосу жаратылыш менен тыгыз байланышканын билишчү. Ашыкча эч нерсе алышчу эмес. Көлдүн түбүндө байыркы шаар жана мазарлар бар экенин билишчү. Ата-бабалардын жаны көлдүн муздак түбүндө жашайт деп ишенишкен. Көлгө абдан сый мамиле кылып, сөзү, ою менен да эч кандай кир жугузушкан эмес. Сейчас мы едем, где Каракова, там будем убирать. Барбулак мы в прошлый раз ездили, там Каракова сети вытаскиваем. Вот. Сейчас хотим посмотреть, как здесь ситуация, и надо ли нам сюда приезжать, не надо ли нам приезжать. То есть вот сможем мы тут разместиться, не сможем разместиться. Ну, посмотреть сейчас, что за Хорошо, ситуация. тогда давай посмотрим. Ваш Айлак Мату, мне сказали, взял эту территорию, да, как микрозаповедник. Да, микрозаповедник. Вместе с ними там сотрудничаете? Ага. Вместе Айлак Мату с Диаматом. Общинный микрозаповедник получается. По-моему, есть сеть. Не, сеть везде есть. Да. Просто где-то много, где-то меньше, а так, чтобы сети не было, вообще места нет. Мы вот где ныряем, везде. Куски какие-нибудь, где-то много его. Так, чтобы сети не было, нету места. Поэтому мы сейчас думаем, где или сюда, или туда поехать, там следующая поездка. Ага. Если сюда было хорошо, А комары есть у вас? комара есть там много. Мы боимся комаров. Эдуард Анатольевич, вы остров просили? Остров. Ну, вообще у нас задачи нет, мы хотим, чтобы вот ваши местные этим начали заниматься. Да? То есть сколько можно ездить в Бишкека сюда? Получится ли в этот работу или в другой? Ну, обязательно мы вам какой-нибудь раз приедем, обязательно. Тогда приедете, Да. скажете, и вместе, по-моему, Хорошо. строим Да, акцию, чтобы Хорошо. почистим. хорошо. С молодежными. Да, молодежь Змею- надо. Змею я не видел, по-моему, нету. Вот. Вместо жительства молодежными. Да. Это вот, Акция устроим. вот мы в прошлом Ну, хотели году просто. ездили Тон село. Тоже А. пригласили, говорю, идемте, там много, там вот мы поднимаем вот эти бутылки, они все с песком. Да. Мы, говорю, вытаскиваем, вы хоть этот разрезайте и песок выбрасывайте. Кто-нибудь пришлите. Пришли все, 2 человека. Из Баканбаева. Оттуда. Вернее, одна девчонка с этого Тона, она говорит, у меня друг из школы Баканбая. Вот 2 молодых человека мы вытащили, они там вот это вытаскивали, а остальные что-то вот пока... Да, лодка улетает. Смотри, лодку переворачивает. Ну надо было, да, ее переворачивать, потом сообразили. Ну не думали, что такой прям сильный будет? Короче, надо в машину залазить, я так понимаю. Ну погода шикарная, прошел шторм, сейчас все меняется на глазах, выходит солнце, оно нам светит. Пусть оно светит всем одинаково, да?
ысык көл, өзүң барда мен да бармын. Сен жарым, керегине башка жардың. Тағдырдың марттығына мен ыраазы. Бар тура, кубанарым, мактанарым. Слушай, вот в прошлый раз же здесь много лазили. Какая тут глубина на дне была? 10. Здесь десятка была? Ну, 10, смотря 12? где, вон туда Вот на яма 15 10-12 выходит. Там 15, вот где яма написана, да? А где тут самый крутой свал идет и длинный? Вот где яма? Да. Вот где яма, Вот да. здесь он там. А, Что он там будет? Лишнего, чтобы не торчало в кармане, воткни, да и все. Ну давай. Откройте, пожалуйста. Все. Все отлично. Там на этот идет, Да, все. Василий Григорьевич, вы мне поможете вот так одеть? Получилось? Нет, я все-таки решила. Стань нормально. Мне же тяжело. Это же тяжелая вещь. В августе, по-моему, 2014 года мы поехали на озеро для того, чтобы понырять в том месте, где когда-то в свое время, в бытность Советского Союза, мы занимались спортом, и наш тренер говорит, давайте новичков там заснимем на погружениях. Ну и в результате погружений снимали не новичков, как они погружались, а в итоге натолкнулись на вот эту подводную мусорку. То есть, конечно, это нас шокировало. Это было печально видеть это все. Ну, а так как мы подводным плаванием занимаемся всю нашу сознательную жизнь, мы понимаем, что у нас в республике свободных сил для подводной уборки мусора их нет. Посоветовавшись, решили, что раз мы затрагиваем эту проблему, вот, ну и надо это приводить все, естественно, в порядок. В любом месте преобладает действие местного населения, на мой взгляд. Туристы, конечно, вносят свою лепту в этот процесс, но что касается Иссык-Куля, это активных там всего лишь 2 месяца, июль-август, что они добавляют. А местное население там этим занимается круглый год. сейчас еще один пешок вытащу. Мусора навалом. Каждый год здесь убираем. Ну, в общем-то, дело прибавляется. То есть на месте не стоит. Ну, так как люди отдыхают, мусор притаскивают, ну, соответственно. Ну, в какой-то мере меньше становится. Но дело в том, что он слой за слоем выл погружается. Поэтому сколько его реально там. Потому что все, что вытаскиваем, оно же... Вот здесь сель сходил, замутил это все частично. Вот. Так что урожайное место в плане мусора.
Isık göl. Sen rızkım, sen jırgalım. Irıma özün boldun, bel kılganım. Özünçe urmattуу bir salt eken go. Kürpüldöp, köyük çaçıp durgan malın. Вот это экологические проблемы, в одиночку их никак не решишь. То есть это должно происходить на всех уровнях. От головы, от правительства и вот до нас, до широкого населения. На дне у нас что? На дне у нас преимущественно пластик и браконьерские сети старые. В этом сезоне мы их специально делали 4 мероприятия непосредственно по сетям, потому что одно дело там мы эстетику нарушаем, другое дело мы вредим экосистеме. Эти сети, они влияют на то, как эти рыбы могут размножаться, как там водоплавающие птицы. Фауна сильно морская, вот ихтиофауна, обеднела. И эта картина, она повсеместна. Приездом, друзья, товарищи. Хорошо, замечательно. Вас ждем. Значит, у них тут, смотрите, какая система. Я не знаю вообще тут, кто ими их вообще занимается, этими местными браконьерами или нет. У них прям у них вот это видно, как весь залив, вот этот поплавки их перегорожены. Тут 2 ряда точно есть, может быть больше Мы этих. каждый рейс сюда заезжаем, все вытаскиваем, уезжаем. Они после нас снова ставят. Ну что-то щелкает какая-то рылюха, да? Управление где-то барахлит. И после этого, как тут рядом закончим, вот эти ближние все сети вытащим, и пойдем дальше. Вот. И оттуда самый сюда дальний у начать, нас да? там за вот этим мысом. Анвар, может быть дальний и вот так вот ближе. Начать с дальнего, потом ближе-ближе. Да. Ну, можно так Потому пойти. что туда тяжело будет уже. Будем просто тянуть. Ну давай, просто тянуть. Только мы ее порвем сейчас просто. А что еще делать? А она тут волны еще сколько у нее. Она капец, она даже закопана здесь. Так, подожди-ка. Так, этот твой вот это почему не подтянул? Это кому оставил? Ой, фу. Вот это кому? Я привыкла. Спокойно, нервов не надо делать. Тяни дальше. Все хорошо.
Хватает жертв. Это что у нас? Это птица, это утка, жертва этих браконьерских сетей, брошенных на дне. Вот водоплавающая птица. Фу, она пахнет как. Ох, и воняет. Давайте побыстрее. Вот залив Актерек мы убрали кучу всяких сетей, общей протяженностью около 2800 метров. Вот такая работа у нас была сделана в этом заливе. Кыргызстан, да, называют Швейцарией. Мы круче, чем Швейцария. Такого сокровища, как Иссык-Куль, в Швейцарии нету просто. Ну, когда они приезжают сюда, они говорят: слушайте, как мы живем и как вы живете. Вся проблема вот в наших головах. Раз, два, три! Issiq-Kul, seni süydüm, sen ırdadım. Irma özün boldun bel kılganım. Günümdün içken suğday berekesi, özüngdün bir göy kölüp ırgalganım.